Приветствую, маглы! Вот и вторая часть сравнения фильма и книги «Гарри Поттер и Кубок Огня». В прошлом видео мы остановились на завершении первого задания, а это 20 глав из 37. Итак, перед тем, как избранный открыл яйцо, в книге они с Рыжиком пошли в Совятню и через Сычика отправили письмо бродяге. Тут же Гарри рассказал Рону все о Каркарове. В оригинале в гостиной Ли Джордан протянул Поттеру яйцо, а услышав визг как о бензопилы, Симус предположил, что тому придется драться с Банши, которая, как мы знаем из Узника, является его Богартом. Кроху дракона, к слову, Гарри оставил себе. Наступил декабрь, и следующий урок Хагрида с соплохвостами закончился фиаско, а Рита снова тут как тут нарисовалась, чтобы нарыть на Гарри компромат, но Хагрид не повелся на развод. Далее последовал урок Трелонии, и она, как всегда, сказала, что Костлявая скоро кого-то таки заберет, что иронично, ибо чуть ли не впервые за год она окажется права. После книга забрасывает читателя на кухню к эльфам. Тут мы встречаем Добби и Винки. Бывший домовик Малфоев рассказал, что 2 года бродяжничал, пока Дамблдор не предложил тому работать за деньги. А у Винки началась сильная депрессия из-за того, что Крауч ее выгнал. В расстройстве она сказала, что Крауч замечательный человек, а вот Люда Бэгман говнюк каких мало. Добби так понравился Рону, что тот подарил ему свой новый свитер от миссис Уизли. Далее лента с оригиналом встретились на уроке трансфигурации для 4-го курса. Это значит, что в каноне не было ни других курсов, ни Фреда с Джорджем. Да, и безусловно, забавная сцена с танцем Рона и МакГонагал существует только в фильме. Минерва попросила Гарри остаться и сообщила, что чемпионы танцуют первыми, и на все его возражения, что он не танцует, ответила, что такова традиция. Но в фильме вылазит неправдоподобная, абсолютно безответственная сцена с тем, что МакГонагал забыла об этом сказать, что вообще не в ее характере. Близнецы в книге тоже интересуются, кто кого пригласит в гостиной Гриффиндора, но в фильме это происходит на непонятном занятии для разных факультетов и потоков. Соответственно, Фред пригласил Анджелину в гостиной Гриффиндора, а рукоприкладство Снейпа добавлено только в фильмах. Рон в фильме пытается пригласить Гермиону, и она агрится, хотя в ленте к этому нет предпосылок, но вот в книге будут. Друзья договариваются, что к вечеру должны кого-то пригласить, но по лору произойдет это сильно позже. В книге Гарри приглашает Джо в холле при ее друзьях, и она говорит, с кем идет, но в фильме Джо одна и отвечает, что ее кто-то там пригласил. После фиаско с Флёр де Лакур Рон в книге пригласил Гермиону, и вот тут она вышла из себя, так как он пригласил ее только когда его краш ему отказала. К слову, в книге Флёр посмотрела на Рыжика как на слизняка. Он не кричал на нее, как утверждает фильм, а только убежал. Приглашение близняшек в книге немного отличается. Гарри встречает не обеих Патил, так как вторая сестра учится на Коктевране, а Парвати и Лаванду. К слову, в фильме актрисы не только не родственницы, но еще и из разных стран, хотя это не сильно заметно. Далее лента вырезает еще неделю перед балом. Гарри пригласили 3 девушки со 2-го, 3-го и 5-го курсов, но он им всем отказал. Рон постоянно интересуется у Гермионы, кто же ее пригласил, но она морозится. Тут выясняется, что каноничные зубы белки исчезли. Фишка в том, что мадам Помфри попросила сказать, когда остановиться, и Гермиона решила сделать зубы сильно поменьше, чем они были ранее. Джинни сообщила братцу, что знает, с кем пойдет Гермиона, но не скажет, а также то, что ее пригласил Невилл, и она согласилась, так как для нее это единственный способ попасть на бал. Туда пускают только с 4-го курса. Избранный получил ответ от Сириуса. Тот поздравил крестника с победой и попросил смотреть в оба. Тут-то он начал напоминать Гарри Грюма.
Фильм пропускает Рождество. Добби разбудил всех 5 парней, и те принялись открывать подарки. Эльф подарил Гарри 2 носка с тематикой Квиддича, избранный в ответ старые носки дяди Вернона. Рыжик тоже подарил Добби пару носков. В остальном избранный получил салфетку от Дурслей, книгу о командах от Гермионы, бомбы-вонючки от Рона, сладости от Хагрида, зеленый свитер с драконом и пирожки от миссис Уизли и складной ножик от Сириуса для открывания замков. Многие, не читавшие книгу, знают о том, что платье у Гермионы в книге голубого цвета, но мало кому известно, что у Гарри был не черный, а зеленый смокинг. Молли выбрала такой цвет под цвет глаз Гарри, что в фильме не имело бы смысла. В ленте друзья видят Гермиону на лестнице, но в книге Гарри замечает ее с Крамом, когда чемпионы и их партнеры ждут начала, и он даже не сразу сообразил, кто это вообще. Виктор рассказывал Гермионе, как выглядит Дурмстранг. Каркаров вмешался, мол, не обязательно выбалтывать все секреты. Дамблдор сказал, что всех секретов Хогвартса он не знает, и упомянул, что ему недавно приспичило, и так удачно появилась комната с туалетными горшками. Но больше он ту комнату найти не мог. Это еще более важный для Ордена Феникса момент, чем подарок Сириуса. Кино вырезает и пир перед балом. Тут появляется Перси и говорит, что мистеру Краучу не здоровится, поэтому он вместо него. Была отснята, но вырезана из-за авторских прав сцена с представлением группы Ведуньи, одной из самых популярных групп по лору. Дело в том, что группа с таким названием действительно существует, и Уорнеры не хотели судебных исков. Во время бала Люда танцевал с МакГонагал, а когда откланялся, его поймали близнецы, правда, тот смог ускользнуть. В ленте к Парвати подходит студент Дурмстранга, но в книге это был как раз-таки парень из Шармбатона, и Парвати сначала поинтересовалась у Гарри, не против ли он, а только после его безразличия ушла. Сестра, кстати, тоже нашла себе кавалера-француза, что еще раз камень в огород фильму. Но вот далее пропущены действительно интересные события. Рон и Гарри случайно подслушали Каркарова и Снейпа, которые обсуждали метки на своих руках. Эту сцену отсняли, но зачем-то решили вырезать. Хагрид задает прямой вопрос, кто из родителей мадам Максим великан, так как он сразу почуял родственную душу. Та возмутилась и сказала, что широка в кости, только и всего. И вот что фильм сделал здорово, так это взаимодействие Хагрида и Олимпии, ибо в книге она фактически использовала его, чтобы узнать о первом задании, а в ленте у них есть какая-никакая, но химия. Благодарочка от Дигори в книге происходит сильно раньше в коридоре после бала, а вместо Гермионы с Гарри, естественно, был Рон. В отличие от ленты, Седрик сказал, что яйцо нужно отпустить под воду, но Гарри не хотел следовать его совету из-за того, что тот встречается с Джоу. Ссора будущих супругов в фильме происходит в коридоре, но в книге это случилось уже в гостиной Гриффиндора. К слову, Гарри не видит тот же сон о Волан-де-Морте. Эта интерпретация с нагнетанием атмосферы происходит только в фильме. Лента пропускает очередной урок по уходу за магическими существами. Хагрид не вышел на работу, и его временно начала подменять профессор Граблидерк. Она провела замечательный урок с единорогом, но так как единороги предпочитают дам, парням пришлось постоять в сторонке. Малфой поиздевался над друзьями и бросил в них газету, в которой Рита Скитер уже написала разгромную статью о том, что Рубиус полувеликан. Большая часть потока согласилась, что лучше бы Граблидерк осталась. Даже Гарри, хотя заступился за друга, понимал, что все они так-то правы. В январе состоялся еще один поход в Хогсмит. Трио встретили Людо, который оправдывался перед горсткой гоблинов.
Тот попросил аудиенции у Гарри. Чиновник немного рассказал о Берти Джоркинс, сообщив, что в Албании она точно посетила кузена и что Барти нездоров. Также он снова предложил Гарри помощь, мол, парень ему понравился, да и по беспределу его заставили махаться на этом турнире, но Поттер, естественно, отказался. И в предыдущей части мы немного поспешили. Вот где Невыносимая всезнайка. наехала на Риту, а та сказала, что знает о Людо такое, от чего у нее волосы встанут дыбом, хотя она в этом и не нуждается. Рон предупредил, что не стоит драконить Скитер, но вызов уже был брошен. Когда трио пришло к Хагриду, из хижины вышел Дамблдор, который все это время уговаривал того остаться учителем. После того, как друзья наговорили Хагриду много приятных вещей, он размяк и согласился вернуться к работе. На вопрос великана, как там с яйцом, Гарри солгал, что все в порядке, но соврать Хагриду было не то, что соврать всем остальным. И вот тут избранный в книге решил пойти искупаться в ванной для старост. В оригинале есть крохотная деталь, которая демонстрирует мотивацию Гарри спасти сестру Флёр. Русалка говорит, что когда час пройдет, сокровище уже не вернуть. Лента упускает забавный момент. Гарри с ужасом поинтересовался, как же он будет дышать, а Миртл расплакалась, ведь она уже 50 лет как не дышит. Фильм сразу перебрасывает нас на поиски примочек, чтобы дышать под водой, но тут очень многое упущено. Для начала Гарри смотрел на карту мародеров перед тем, как выйти из ванной старост. Его заинтересовало, что Барти Крауч, который сейчас якобы болеет, забыл ночью в кабинете Снейпа. Он пошел разбираться, что там происходит, но, к сожалению, застрял на ступеньке ловушки, куда обычно проваливался Невилл. Будучи под мантией, он уронил яйцо и карту мародеров. На шум прибежал Филч, а за ним и Снейп, который мгновенно узнал пергамент, но на эту пижамную вечеринку подоспел и Грюм. Агент пытался качать права, но Грозный Глаз объяснил ему, кто батя в этой качалке, забрал карту с яйцом и приказал рассосаться по своим углам. Снейп продолжал припирание, мол, Поттер бродит где-то тут, но Грюм сказал, что, во-первых, очень интересно, что Северус точит на Поттера зуб, а во-вторых, Альбус слишком уж доверчивый, хотя есть следы, которые не отмоются. На это Снейп взялся за свое левое запястье. После Аластер потребовал, чтобы они оба пошли спать, пока он им обыски не устроил. Когда две липучки наконец отвалили, он сказал избранному, что Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, и поинтересовался у Гарри, что это за лут. Гарри рассказал, как эта карта работает и что видел Барти Крауча. Тот, поняв, насколько сам был близок к провалу, просит пока дать ему погонять эту карту. Естественно, избранный в качестве благодарности отдает профессору столь ценный артефакт. Никакого почтения. Также тут Грюм сказал, что если кого и ненавидит, то пожирателя, который остался на свободе, и говорит, что Гарри стоит подумать о карьере мракоборца. На уроке Флитвика Гарри наконец раскрыл друзьям и загадку яйца, и ночное приключение. Он написал об этом и Сириусу, а в ответ крестный поинтересовался только, когда следующая вылазка в Хогсмит. Хагрид наконец-то вернулся к работе, и с двумя маленькими единорогами его урок восприняли сильно лучше. Фильм и книга встретились в библиотеке. Трио в книге очень много времени шерстило информацию, но они никак не могли найти ни одного полезного заклинания. Поздно вечером перед вторым заданием мадам Пинс выгнала Гарри из библиотеки, а он взял целую гору книг. Тот пришел в гостиную и на пару с живоглотом принялся их изучать. В ленте Грюм говорит, что Гермиону и Рона ждут в кабинете Дамблдора, но в книге это были близнецы. Также фильм внедряет в подсюжет с жаброслями Невилла. В
книге избранный прокрался ночью обратно в библиотеку и там же заснул, а Жабросли уже утром ему подсунул Добби. Более того, эльф сказал, что подслушал МакГонагал и Грюма, и выяснилось, что от русалок нужно спасти именно Рона. И тут фильм создает сюжетную дыру. Гарри и Рон ненавидят и презирают Снейпа, но явно не боятся. А вот для Невилла это Богарт, и воровать у него тот не стал бы. На соревнования в книге приехали Людо и Перси, так как Крауч якобы болен. В книге озвучивал правила снова-таки Бэгмен, а не Дамблдор. Для ленты было сооружено 3 наблюдательные вышки, что очень здорово, ибо в книге все стояли на берегу и чемпионы заходили в воду. А многие громко смеялись над тем, как Гарри стоял и дрожал в воде. Кино упускает то, что Плакса Миртл любезно помогла Гарри найти правильное направление к деревушке этого подводного поселения. Когда избранный хотел забрать сестру Флёр, он вступил в открытую конфронтацию с русалками, пригрозив палочкой пустить их на сашими, если те не отступят. И в отличие от фильма, Гарри не отпускал Рона и Габриэль. Он отбился от пары Гринделоу еще до того, как нашел Рона, и всплыли они относительно спокойно. Лучший друг, к слову, назвал того дубиной еще в озере, а на берегу, кроме исцарапанной и потрепанной Флёр, к ним подбежал и Перси, а Дамблдор с Бэгменом под руки оттащили Гарри к мадам Помфри. Краму в книге становится не по себе, что Гермиона не проводит с ним времени и не благодарит его за спасение. Кроме того, морские жители подплыли к Дамблдору и рассказали, как все было, но в фильме такое ощущение, что он сам каким-то образом все видел. Далее в ленте добавлена занимательная интерпретация. Грюм нервно дергает языком, и Крауч-старший понимает, что это его сын, но это было сделано только для кино. Дальше фильм очень многое меняет и вырезает. Сириус прислал ответ, во сколько и где они встретятся в Хогсмиде, и попросил принести побольше еды. По версии книги, именно тут Рита Скитер опубликовала статью в журнале «Ведьмин досуг» о том, что Гермиона разбила Гарри сердце и теперь встречается с Виктором Крамом. В ленте эта статья появляется еще перед балом. О чем фильм умолчал, так это о том, что Виктор пригласил Гермиону на лето, и Рита точно не могла об этом знать. Далее происходит урок зельеварения, на котором Снейп сначала выставил избранного посмешищем, ехидно прочитав статью, а после обвинил Гарри в воровстве своих ингредиентов. Вот где профессор начал угрожать сывороткой правды. Чуть погодя приходит Каркаров, и они отходят в подсобку обсуждать метку, и тут Гарри чутка подслушал разговор. Эта сцена появится в ленте сильно позднее. После происходит долгожданная встреча с Сириусом в Хогсмиде. Он в виде собаки отводит друзей в свое убежище, где чилит Клювокрыл. Друзья покормили бродягу, а тот рассказал, что хорошо знает Крауча, ибо именно Барти подписал ему приговор без суда и следствия. Именно при Барти мракоборцы получили права применять к пожирателям непростительные заклятия. В те темные времена ему даже пророчили кресло министра, но вот только сынок Крауча сам оказался пожирателем, и Барти приговорил сына к Азкабану, где тот и обнулился. Сириусу этот разговор даже доставил удовольствие. В меньшем масштабе эту тайну раскроет Дамблдор в сцене с омутом памяти. После они обсудили и Северуса. Сириус сказал, что он с малых лет интересовался черной магией и уже на первом курсе знал больше заклинаний, чем семикурсники, и тесно общался с Лестрейнджами, Розье, Эйвери и другими, кто стали пожирателями. Крестного заинтересовали последние новости. Они обсудили и Берту Джоркинс, и Винки, и чемпионат. Сириус попросил Рона узнать у Перси, что там за дела, но, спойлер, Перси не ответил чего-либо вразумительного. Сириус попросил на будущее называть его при других Нюхалс и проводил до деревни. После встречи Гермиона сказала, что Перси
Перси, как бы ни восхищался Краучем, никогда бы не отправил кого-то из своей семьи к дементорам, но Рон ответил, что вот в этом-то уверенности нет. Он карьерист вообще-то. После трио попадает на кухню, где сидит пьяная в доску Винки. Друзья пытаются выдурить информацию, но эльфийка все еще предана Краучам, а из-за пропаганды Гермионы о свободе, отпусках и зарплатах, эльфы сунули им еды и выгнали всех троих из кухни. Еду, к слову, Сычек с двумя другими совами доставили Сириусу. Гермиона получает сотни гневных писем о том, что она разбила сердце Гарри, и в одном из писем даже был гной, который обжег ей руки, потому пришлось бежать к мадам Помфри. Даже миссис Уизли отправила ей очень скромный подарок на Пасху. Лента пропускает урок Хагрида с весьма милыми и забавными нюхлерами, которые любят драгоценности. Великан сказал Гойлу, что нет смысла лутать его золото, ведь оно лепреконское и исчезает через пару часов. После урока друзья пошли на обед, где Рон взбесился, что Гарри не рассказал ему, что золото за Амнинокль пропало, и сказал, что здорово не замечать, как исчезает целый мешок золота, а также то, что он ненавидит бедность. Гермиона снова получила тонну писем и поставила себе цель узнать, как у Скитер это получается. Избранный предположил, что это может быть магловский жучок, но Всезнайка, апеллируя к истории Хогвартса, сказала, что такая техника тут работать не будет. После пасхальных каникул чемпионы приходят на поле для квиддича и видят растущий лабиринт, понимая, что их ждет. Лабиринт, к слову, не такой огромный, а как раз внутри поля. Виктор просит Гарри пройтись, чтобы поговорить о Гермионе. Избранный сказал, что Рита все выдумала, и Крам успокоился. Вот тут они встречаются с, вы не поверите, Барти Краучем. Тот несет несуразный бред, требует аудиенции с Дамблдором и вообще ведет себя как сумасшедший. Гарри бежит в замок, но старый пароль Гаргульи Лимонный щербет. не работает. Снейп интересуется, что тут забыл Поттер, тот пытается объяснить, но Северус не хочет помогать. К счастью, Дамблдор сам вышел на шум и пошел с Гарри. В лесу они нашли только вырубленного Крама. Когда тот пришел в себя, он сказал, что Крауч напал на него, но сам Барти исчез. На шум прибежали Хагрид и Грюм. Грозный глаз говорит, что не видел Крауча. Чуть погодя прибежал Каркаров и начал орать и обвинять и Дамблдора, и Министерство. Но, как мы помним, при Хагриде оскорблять Дамблдора точно не стоит. Великан схватил Игоря за шкирки и потребовал извиниться, иначе обратно в Дурмстранг тот полетит на Кулак-экспрессе. Правда, директор его сразу остановил. Он попросил отвезти Гарри в спальню, а самого Гарри никуда не ходить и никаких сов сегодня не отправлять. Мол, это подождет до утра. Это очень смутило и напрягло избранного. Лесничий по дороге выписал избранному за общение с Виктором наедине. Парень был впервые рад распрощаться со своим другом. Утром в Советнике Гарри рассказал друзьям подробности, и те подслушали, как близнецы обсуждали шантаж. Когда они вошли, там происходит забавная дискуссия, когда подвое с каждой стороны говорили одинаковые фразы. А после Джордж пошутил, что если Рон будет совать свой нос не в свои дела, то станет старостой прямо как Перси. После истории магии ученики отправились к Грюму на защиту и переговорили за вчерашний инцидент. Тот попросил друзей присматривать за Гарри и помочь ему, как с философским камнем. Тут пришло и еще одно письмо от Сириуса. Гарри взбесили его нотации насчет Крама, что справедливо, учитывая жизнь самого Сириуса. Он еще мне нотации читать будет! Щенок!
Но Гермиона сказала, что Грюм с Нюхалсом так-то правы. Она предположила, что на третьем испытании идеально будет устроить несчастный случай. Посему избранный начал активно изучать разные заклятия для третьего испытания. Позднее происходит урок прорицания, на котором Гарри под шум крыльев жучка задремал и увидел сон о Волан-де-Морте. Тот пытал хвоста Круциатусом за его промах, но говорил, что пока все обошлось, поэтому на Гайне он его не скормит. Гарри пошел в кабинет Дамблдора и после 10 паролей с леденцами, дрожжей и палочками угадал правильный – тараканьи усы. Вот где фильм и книга наконец-то встретились. В оригинале, к слову, конфеты не кусали Гарри. Вместо этого он поздоровался с Фоуксом, а уже потом заметил незакрытую дверь шкафа. В обоих версиях избранный проваливается в воспоминания директора, однако тут есть ряд изменений. Каркарова стерегли 2 дементора вместо клетки с кольями. У Грюма еще были оба глаза на месте. Отличаются и показания. Для начала Игорь назвал имя некого Долохова, но, как оказалось, тот уже пойман. А вот на Розе Грюм сказал, что тот прихватил с собой кусочек его носа. После еще пары имен Каркаров попал в яблочко. Августус Руквуд. После этого его снова отправили в Азкабан. Сцена сменилась, и следующее воспоминание продемонстрировало суд над Людо Бэгменом. Тот морозился, что знать не знал о том, что сливает информацию пожирателям, а Руквуд так-то был другом его отца и надурил парня тем, что устроит его в министерство после завершения спортивной карьеры. Так как ни один человек не поднял руку за Азкабан, его оправдали. Далее происходит суд над 4 людьми одновременно. 6 дементоров привели Белатрису с ее супругом Рудольфом, еще одного пожирателя, а также Барти Крауча-младшего. Вот тут Крауч-старший обвиняет всех в пытках Фрэнка и Алисы Долгопупс, о чем в ленте бегло упоминает Каркаров. Но в отличие от фильма, младший умоляет отца и мать не отправлять его в Азкабан и говорит, что он невиновен, что отличает его поведение от ленты. Однако Барти требует пожизненного для всех 4, и это решение поддержали единогласно. Белатриса же сидела на стуле как на троне, встала и сказала, что будет ждать своего властелина, что он обязательно вернется и осыпет их благодарностями. Вот тут Гарри прервал Дамблдор и сказал, что пора бы и подниматься назад. Хотя в книге директор снова-таки ведет себя максимально спокойно, в ленте он психует, что не может найти какую-то там деталь. Избранный рассказывает о своем сне, который видел на прорицании. Естественно, он не упоминает о Барти Крауче-младшем. Директор сказал, что знает и о летнем сне, так как тоже переписывается с Сириусом. Альбус сообщил, что исчезновение Берты Джоркинс и Крауча, а также Магла Фрэнка из деревни отца Волан-де-Морта не случайны. Все так, как в прошлый раз. Директор добавил, что в отличие от министерства, он читает и магловские газеты. И вот тут Альбус говорит, что Гарри видит мысли Волан-де-Морта, когда тот очень зол или взволнован. Далее он рассказывает, что случилось с родителями Невилла и почему тот живет у бабушки, о чем фильмы поведают только в Ордене. Директор попросил держать язык за зубами и не допрашивать Невилла об этом. Тренировки в книге продолжаются. Гарри напомнил друзьям об экзаменах, ведь его-то освободили от них, но те были не против помочь. Далее фильм вырезает новую статью Риты Скитер под названием «Гарри Поттер нездоров и опасен». Она написала о том, что Гарри потерял сознание на прорицаниях.
Рита назвала его нестабильным и опасным, который дружит с полувеликаном и оборотнями. А Драко слил в интервью, что Поттер змееуст. Гермиона пошла в библиотеку, ибо кое-что заподозрила. Тут же в школу приехали Молли и Билл Уизли, чтобы поддержать Гарри. Вот тут избранный говорит Фурии, что Скитер змея подколодная, а Гермиона своя в доску. Наконец, фильм и книга встретились, но с определенными отличиями. Тут снова-таки все инструкции раздавал Люда Бэгман. Вокруг поля ходили МакГонагал и другие профессора, чтобы подстраховать участников и вытащить их в случае беды. Наконец, Грюм не показывает Гарри, куда идти. Сам лабиринт в книге гораздо интереснее обставлен. Для начала на Дигори напали соплохвосты Хагрида. Гарри повстречал Богарта в виде Дементора, а после того, как разобрался с ним, он слышит крик Флёр, но не видит ее и не приходит ей на помощь, как показано в ленте. Вместо этого он попадает в иллюзию, в которой мир перевернулся вверх дном. Проявив храбрость истинного гриффиндорца, он сделал шаг и развеял иллюзию. Избранный начал искать Флёр, а вместе с этим мелькнула мысль, а что если он победит? Но на раздумье не было времени, на него напал огромный соплохвост. Тут книга с фильмом встретились, однако в книге Гарри вырубил Крама, а не Седрик, ведь в оригинале Болгар пытал пуффендуйца Круциатусом. Дигори, вопреки тому, что хотел оставить Крама на съедение соплохвостом, все-таки сжалился и выпустил сноп красных искр. Также в ленте у Крама линзы Элджея, что очень странно, ибо сразу дает понять, что человек под Империусом, чего естественно не было в книге. Это создает существенную дыру в самом фильме. Да и, как окажется позднее, парализовал Флёр не Крам, а Грюм. Они снова разошлись, и тут Гарри понял, что их осталось двое, и ему как никогда захотелось победить. На его пути встал Сфинкс. Нужно было отгадать загадку или уйти, но в случае неправильного ответа Сфинкс нападет. Отгадав, что речь идет о Скорпионе, Гарри пошел дальше. В ленте Седрика ловят дьявольские силки, но в книге он попал под гигантского паука. Избранный в обоих случаях спасает одношкольника, но в книге еще и ломает ногу. Далее в лоре следует 5 самых крутых глав подряд во всей Поттериане. Почему вы узнаете сейчас? На самом кладбище Гарри не говорит, что уже был тут во сне. Они оба не понимали, что тут происходит, и к ним подошел коротышка в капюшоне. Также обелиск в форме костлявой с косой сделан только для фильма. Отец и бабушка с дедушкой Тома Редла были самыми обыкновенными маглами. В книге Хвост сунул Гарри в рот кляп и всего лишь привязал его к плите, ибо у того и близко не такие навыки трансфигурации, как у МакГонагал или Дамблдора, но об этом уже в Ордене. И вот тут избранный узнал предателя его родителей и увидел Том Реддл на плите. Все это время избранный молил судьбу, чтобы оно утонуло, но в обеих версиях Волан-де-Морт восстает из котла. А вот далее изменено очень многое. Для начала Хвост упал и уже убаюкивал обрубок руки, но на приказ повелителя одеть его, тот накинул на него плащ. Змеелик не трогал ногами Седрика и начал разговор со своим врагом еще до того, как начали появляться пожиратели. Он указал на дом своего отца и сказал, что их родители им обоим принесли немало пользы. В книге пожиратели не появляются с неба, что безусловно очень красиво сделано, а трансгрессируют и целуют Волан-де-Морту подол его мантии. Змеелик говорит, что чует вину. В круге не хватало людей. Часть была в Азкабане, как, например, супруги Лестрейндж, часть уже пала в бою, а часть пожалеет, что предала его. Темный лорд начал пытать Круциатусом Эйвери и сказал, что, быть может, простит их через 13 лет верной службы. Он говорит, что Хвост уже часть долга оплатил, и хотя тот вернулся не из верности, а из страха перед старыми друзьями, но он таки
помог вернуть ему свое тело, поэтому Волан-де-Морт таки сжалился и наградил его рукой в обмен на вечную преданность. Змеелик говорит, что знает, что это Люциус организовал погром на чемпионате, но почему-то сбежал от черной метки. Тут же присутствовал и Макнейр, который должен был обезвредить Клювокрыла. Темный лорд говорит, что в их рядах скоро будут звери куда интереснее, и даже дементоры станут на их сторону. Волан-де-Морт подробнее рассказывает о своем выживании. Для начала, после фиаско с Гарри, ему приходилось пересаживаться из животного в животное. Это примерно как в мистическом триллере «Падший» с Дензелом Вашингтоном. Он объяснил, как встретил парнишку, который преподавал в Хогвартсе, и как ему 4 года назад снова помешал Гарри Поттер. Но вот в прошлом году к нему прибыл Хвостик, которому в поисках помогли крысы. Питер встретил и заболтал Берту Джоркинс, которая стала удивительным информатором. Именно она дала наводку на все еще преданного пожирателя, которому отец мешает вернуться к повелителю. Хвост начал варить зелье из яда Нагайны и крови единорога, чтобы поддерживать слабое тельце своего властелина. Вот тут и созрел план использовать древнюю черную магию, для которой нужны были кровь, кость и плоть. И именно кровь Гарри Поттера сделала бы его максимально сильным, ибо дала бы ту самую древнюю защиту матери Гарри. Но добраться до Гарри Поттера слишком сложно из-за еще одной древней магии Дамблдора. Пока Гарри живет у своих родственников, он неприкасаем. Это важно, ибо тут читатель понимает, что Альбус не отправил мальчика к Люпину, Уизли или еще кому из Ордена не просто так. Не забавы ради, это была особая защита, пока Гарри называет дом Дурсли своим домом. Фильмы толком этого так и не объяснят. Жалоб нет. Продолжим наш разговор. Возвращаясь к Змеелику, захватить Гарри на чемпионате под носом у министерских чиновников не представлялось возможным. И вот тут пригодилась Берта Джоркинс и ее информация о турнире 3 волшебников. Далее он применил Гарри Круциатус и сказал, что этот парень ни разу не сильнее его самого, а его победа над Темным Лордом была цепочкой совпадений и личной невнимательности к деталям. Тот говорит, что сейчас всем докажет и приказывает Хвосту отвязать их гостя и вернуть ему палочку. Избранный знал, что его ждет участь Седрика, но он не собирался доставить своему кровному врагу удовольствие и решил, что если такова его участь, он встретит ее с гордо поднятой головой. Гарри дважды смог противостоять заклинанию Империус. Привет урокам лже-Грюма. Сцена с поединком передана отлично, за исключением того, что луч был золотистым, а Гарри услышал пение Феникса, как и в тайной комнате. Первым в книге появился фантом Седрика. Он сказал своему одношкольнику держаться. Далее Фрэнк. Тот удивился, что Темный Лорд действительно волшебник, и сказал Гарри показать тому. Берта закричала, чтобы он ни в коем случае не отпускал, и вот тогда появились Джеймс с Лили. После того, как связь оборвалась, Гарри в книге сбил с ног 2 пожирателей и заколдовал 3-го. По возвращению в Хогвартс в книге Гарри от Седрика оттаскивает не столько директор, сколько министр. И тут происходит самое лучшее в этом фильме. Переживание отца о своей утрате, которому хочется соболезновать. Ибо, как уже упоминалось, в книге Амос был самодовольным и напыщенным чиновником. И то, что случилось с Седриком в фильме, вызывает больше сильных эмоций. Для фильма была добавлена реплика, в которой Крауч проговорился, ведь Гарри ничего не сказал о том, где именно он находился. Но в книге он сказал, что их с Седриком переместило на кладбище. Грюм в книге дал Гарри зелье, и тот пришел в себя для допроса. Избранный рассказал о ритуале и сообщил, что в Хогвартсе пожиратель. На его предположение, что это Каркаров, профессор посмеялся, что Игорь вечером сбежал, а провернул все это никто иной, как он. Именно он запустил черную метку и повторил, что если кого и ненавидит, так это пожирателя, который
остался на свободе. Грюм в обеих версиях начинает рассказывать, как провел избранного через турнир, но в книге тот обвиняет Гарри в бесконечной тупости и чрезмерной независимости. Он-то рассчитывал, что Гарри будет расспрашивать всех и вся об этих растениях, а нужная книга уже все это время была в его же спальне. Часть этого раздражения показана в вырезанных сценах после второго задания. В книге Грюм сообщает, что нарочно завел разговор при Добби. Это он, благодаря своему глазу, оглушил Флёр и поставил Крама под Империус, чтобы избавиться от Седрика, и чтобы Гарри победил в турнире. И тут лента немного упускает силу Дамблдора. Книга описывает, что это был первый раз, когда Гарри понял, почему директор единственный, кого Волан-де-Морт всегда боялся. Ибо мощь, которая исходила от обычно спокойного и дружелюбного директора, была за гранью воображения. Но так как в фильме Альбус был каким-то неадекватом с самого начала, это впечатление сильно теряется. В книге трансформацию Крауча наблюдали только Дамблдор и Гарри, так как директор отправил Снейпа за сывороткой и Винки, а Минерву за собакой в хижине Хагрида. Альбус сам осмотрел фляжку и выкупил, что там оборотное зелье, но в фильме это делает Снейп. Сундуки в книге Альбус открывал ключами, и в каждом из них что-то было, пока он не нашел настоящего Грюма в отключке. Дамблдор спустился в сундук и накрыл друга плащом самозванца, хотя в фильме настоящий Аластер был в сознании. И вот, когда трансформация произошла, вернулись все остальные. Дамблдор влил 3 капли сыворотки в рот и тогда привел вырубленного Крауча в чувство. И в отличие от фильма, допрос длился очень долго, а под сывороткой Крауч чуть ли не был в трансе и не сопротивлялся. Он рассказал, что от Азкабана его спасла мать. Жизненные силы покидали ее, и она попросила мужа вытащить их сына. В результате они выпили оборотное зелье, и мать заняла место своего сына, а он ее. И вместе с отцом он ушел из Азкабана. Ей оставалось очень недолго, и она все время пила оборотное зелье. Мать похоронили с внешностью ее сына, а поминки жены Крауч-старший инсценировал сам. Младший говорит, что эльфийка его вылечила, а после отец годами держал его под заклятием Империус. Спустя какое-то время у них дома появилась Берта Джоркинс. Она раскрыла их тайну, а когда отец вернулся домой, он применил к ней чары забвения, но они оказались очень мощными, и память помутилась навсегда. Младший любил квиддич, и эльфийка за полгода уговорила отца позволить ему посмотреть матч под мантией. Сынок уже пару лет не выходил из дома, и в конце концов Барти согласился. Да вот только тут все и пошло не по плану. Младший начал набирать силу и противостоять заклинанию Империус. Это он стащил палочку из кармана Гарри, а после того, как мракоборцы разбросали заклинание, в Винки и младшего тоже попало. Барти не выдал сына, он выгнал эльфийку, а когда все ушли, он снова заколдовал младшего. Но именно благодаря Берти Джоркинс Хвост с Волан-де-Мортом прибыли в дом Краучей, и когда Барти вернулся, те уже на него наложили заклинание Империус. Тогда-то Змеелик и раскрыл свой задум, на который младший без колебаний согласился, и для этого им нужен был Аластер Грюм. Младший с Хвостом одолели его, а тогда забрали его глаз и ногу. И под оборотным зельем Барти заколдовал баки для мусора и вышел навстречу с Артуром Уизли. Все это время Крауч держал Грюма в сундуке под заклятием Империус. Хвост и Воланд долгое время пребывали в доме Краучей и следили, чтобы старший не натворил дел. Это они заставляли старшего прикидываться больным и писать письма в министерство. Но вот в один из дней Хвост не уследил, и старший сбежал. Змеелик предупредил младшего, и тот по карте мародеров выследил отца. Это он оглушил Крама и избавился от своего отца. Тело он трансфигурировал в кость и закопал на грядке Хагрида. В лоре директор не дергает Гарри за и без того изувеченную руку. Этот варварский акт происходит только в фильме. Также Дамблдор говорит, что в Азкабане, наверное,
наверняка знают об одном сбежавшем заключенном, а Крауч снова ведет себя как неадекват. Но в книге младший снова отрубился, а директор бросил на того взгляд полный презрения, связал и попросил Минерву постеречь пленника. По книге директор ведет Гарри к себе в кабинет, где их уже ждет Сириус. Дамблдор пересказал тому, что произошло, а Гарри на руки прыгнул Фоукс. Вот тут Альбус и рассказывает априори инкантатем, что в фильме происходит на следующий день. Он объяснил, что это эффект обратного вызова заклинаний, который встречается очень редко, а случилось это потому, что палочки Волан-де-Морта и Гарри связаны одним и тем же Фениксом, Фоуксом. Вот почему Гарри слышал его пение. Фоукс также поплакал на ногу, и она зажила. Далее Гарри отводят в больничное крыло. Там его встречает чета Уизли и Гермиона. И тут произошло непредвиденное. В больничное крыло ворвались кричащие друг на друга Минерва и Министр. Оказалось, что Фадж в книге заставил Дементора применить к Барти Краучу поцелуй. И это огромная сюжетная дыра для фильмов. Ибо уже в Ордене сбежали ближайшие приспешники, и будь Барти в своем уме, он бы тут же присоединился к своему господину. Фадж не верит, что Темный Лорд вернулся, даже предполагает, что у Гарри галлюцинации. Дамблдор просит Корнелиуса одуматься, но тот уходит в отказ. Министр вспоминает статью Риты Скитер, что Гарри не совсем в адеквате. Избранный проснулся и назвал имена пожирателей, которых сегодня видел, но Фадж парировал, что все они оправданы. Да и их имена можно было узнать из архивных документов и газет. Дамблдор говорит, что дементоров нужно немедленно отстранить от охраны Азкабана, что нужно отправить делегацию на переговоры к великанам, но Фадж отказывается стать министром, который сплотит страну против Волан-де-Морта, и решает стать худшим министром в истории. Кроме того, в книге Снейп показывает свою метку на руке, но Фадж все равно не верит. Он оставляет Гарри 1000 галлеонов и уходит. Директор говорит, что пора собирать старую гвардию. Сириус превращается в человека. Дамблдор требует Северуса и Сириуса пожать друг другу руки, ибо сейчас они на одной стороне. После директор отправляет Снейпа на задание. Гарри проведывают и родители Седрика. Тот пытается предложить им выигранные деньги, но они отказываются. Чуть погодя, Хагрид говорит, что Гарри очень храбрый, прямо как Джеймс. Великан рассказал трио, что они с мадам Максим отправляются на секретное задание. На поминках Седрика директор в книге говорит, что Гарри дал бой Темному Лорду и вернул их ученика назад в школу, чего не происходит в фильме. Во время прощания в оригинале Крам обращается к Гарри и говорит, что Седрик ему нравился. Также, наконец-то, Рон просит у того автограф. Флёр тоже пришла попрощаться и сказала Гарри, что надеется получить тут работу и улучшить свой английский. Фильм закончился на отбытии гостей, но в книге друзья ехали домой на Хогвартс-экспрессе. Пророк замолчал инцидент с Дигори. Там кратко сказано только то, что Поттер победил в турнире. У Гермионы материализовалась баночка с жучком. Оказалось, что Рита Скитер незарегистрированный анимаг. Вот так она шпионила за людьми, но теперь она у всезнайки под каблуком. После пришли Малфой с приспешниками и сказали, что скоро всем грязнокровкам и маглолюбам наступит конец, и отчет уже начался с Дигори. Трио и близнецы вырубили их. Вот тут-то Фред с Джорджем раскрыли, что Люда Бэгман – аферист и мошенник, который рассчитался с ними золотом лепреконов. Отец Ли Джордана с трудом вытряхнул из того денежки, и оказалось, что Людо должен очень много денег гоблинам. Чтобы с ними рассчитаться, он ставил на избранного. Но так как выиграли Гарри с Седриком, а Бэгман ставил на одного Гарри, Людо сбежал после третьего тура. Перед приездом в Лондон избранный решил отдать близнецам деньги за турнир на их магазин. Взамен
взамен он попросил их купить Рону нормальную парадную мантию. На вокзале Гарри встретил дядя Вернон. Близнецы еще раз его поблагодарили, а Гермиона поцеловала Гарри в щеку. Вот тут книга и закончилась. Что тут сказать? Отличная книга и слабая адаптация. Плох ли фильм? Не совсем, если воспринимать его именно что по мотивам книги. Из-за того, что книга в 2 раза больше любой предыдущей, под нож пошли не слишком критичные, но все же важные или интересные линии. Да, тут есть светлые места, вроде шикарной драмы, в чем режиссер безусловно эксперт. Есть забавные сцены, вроде танца Рона с МакГонагал, но адаптирован в целом фильм достаточно посредственно. Возможно, 2 части решили бы проблему, а возможно, через пару лет мы будем говорить, насколько крут фильм и плох сериал. А что вы думаете? Стоило бы делить фильм на 2 части, как мы предложили? Давайте обсудим это в комментариях. Орден Феникса слегка исправляет положение, о чем мы поговорим в следующий раз. Благодарим за внимание и до скорых встреч!